В зал торжественно вносят знамя органов внутренних дел. Звучит государственный гимн. И заседание, посвященное Дню ветеранов внутренних дел, объявляется открытым. Специально для сегодняшнего дня был подготовлен документальный фильм о ветеранах органов внутренних дел и их вкладе в победу в Отечественной войне народа Абхазии. Министр внутренних дел Роберт Киут поздравил ветеранов с их профессиональным праздником, отметив, что они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников. В МВД Абхазии трудятся ветераны органов внутренних дел, стаж и опыт работы которых является примером профессионализма и офицерской чести. Уже несколько поколений сотрудников милиции, курсантов, стержень, который нам передает от наставников, объединяет нас и делает непобедимым перед любыми испытаниями. Уважаемые коллеги, для нас ваше самоотверженное служение отчизне – яркий пример стойкости, мужества и героизма. Мы продолжаем славные традиции, заложенные ветеранами, и с честью выполняем свой долг. Мира вам и благополучия. От имени президента Аслана Бжаня ветеранов органов внутренних дел поздравил вице-президент Бадра Гунба. Ваш большой профессиональный и жизненный путь незаменим для воспитания новых поколений защитников правопорядка, формирования у них чувства патриотизма, чувство долга перед Родиной. Вы принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии. В тяжелые послевоенные годы, несмотря на трудности, рискуя жизнью, вы охраняли закон и порядок в нашем государстве. Вы всегда были и остаетесь примером мужества и чести, верными хранителями и гарантиями преемственности лучших традиций. Дорогие ветераны органов внутренних дел, желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия вашим семьям. Президент Абхазии Аслан Бжаня. За годы существования абхазская милиция пережила самые сложные периоды, но всегда стояла на страже правопорядка. Борьба с преступностью, служение закону и своему народу стали делом всей жизни для ветеранов внутренних дел. Что сегодня из себя представляет ветеранская организация МВД? Общее количество составляет более 1500 человек. Их объединяет Совет ветеранов МВД. Принимаются меры по активизации деятельности организации. Систематически налаживаем деловые связи и укрепление дружбы и взаимодействия по обеспечению плодотворного сотрудничества между Краснодарской региональной общественной организацией ветеранов органов внутренних дел и другими общественными организациями. Думаем, в скором будущем результаты будут заметными. От всей души поздравляю, уважаемые ветераны, с Днем ветерана МВД. Сегодня это ваш праздник, день почета ваших заслуг. Более чем 392 человека стали на защиту своей страны, сделали так, чтобы врага не стало на этой территории. Из них погибло во время войны 41 человек на поле брани, 72 человека послевоенный период при исполнении своих служебных обязанностей. 28 героев Абхазии. Из них 8 человек погибли во время войны. После войны 7 человек при исполнении служебных обязанностей. 2 умерли, остальные, слава Богу, все живы и здоровы, работают, трудятся и здесь присутствуют. Председатель Совета ветеранов правоохранительных органов УВД города Сочи Геннадий Шемек поздравил абхазских коллег с профессиональным праздником. Я имею честь от имени Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, от ветеранской организации по Краснодарскому краю поздравить вас с Днем образования ветеранской организации. И, конечно, от всей души хочется вашей организации процветания, долголетия и всего-всего самого хорошего. Мы надеемся и впредь за наше тесное взаимодействие, содружество. И то, что от нас требуется, конечно, будет помощь, будет оказана во всем. И о создании, мы знаем ваши планы, о создании музея, и о поддержке между дружбой, между нашими ветеранскими организациями. Это здорово все. В завершении торжественного мероприятия за личный вклад в деле укрепления сотрудничества и взаимодействия между ветеранскими организациями УВД Краснодарского края и Республики Абхазия медалями «100 лет абхазской милиции» были награждены приглашенные российские коллеги. Альга Травш, Фатима Герги, Араму Камки, Давид Авицба, Абхазское телевидение.